Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 11 по 17 мая 2020 года для стрельцов. Посмотрим, какие события будут у стрельцов на этой неделе. Итак, основная карта — четверка жезлов, которая говорит о наших достижениях, о победах, когда мы уже чего-то достигли и закрепляем результат, радуемся. Карта, которая говорит о том, что мы делим свою радость с близкими людьми, с семьей. Это не просто достижение, это достижение, которое нас к чему-то обязывает. То есть мы как бы закрепились на новом уровне, но у нас есть возможность дальнейшего роста. Карта говорит о том, что у нас много будет вопросов, связанных с деньгами, с заработком, с покупкой каких-то красивых вещей, может быть, оформлением дома, там дизайнерски как-то, да, в общем, какое-то украшение, какие-то праздники, когда у нас хороший такой стол, когда за ним собираются все родственники, близкие люди и так далее. То есть эта карта очень часто говорит о свадьбах. Ну, для кого это важно, значит, будет и у вас такое событие, либо это предложение руки и сердца. Но что здесь важно, это надолго, да, это все очень серьезно, это с общими обязанностями, ответственностью и так далее. Теперь еще событие тройка чаш, опять же, говорит о каком-то приятном времяпровождении, веселье, праздники, связано, может быть, с семьей, с детьми, друзьями и так далее. Причем здесь у нас, может быть, даже будет какая-то информация, связанная с недвижимостью, да, может быть, вот праздник по поводу, может быть, приобретения дома, да, или праздник по поводу там, юбилея или бракосочетания. В общем, какие-то здесь очень важные события для стрельцов, которые вот дают возможность как бы эмоционально так неделю прожить очень радостно и счастливо. Так, что еще у нас по тройке кубков может быть? Здесь может быть новые люди приходят в дом, здесь может быть много общения, может быть оформление каких-то документов, и вот как бы по этому поводу мы устраиваем праздник. Здесь может быть, кстати, приедет кто-то в дом. Теперь посмотрим, что еще будет у стрельцов. Девятка пентаклей. Девятка пентаклей говорит о том, что у вас все есть, вы довольны. Вам, может быть, даже на этой неделе не нужно работать, а вот просто вы наслаждаетесь тем, что в вашей жизни происходит. Девятка пентаклей – карта личного счастья, личного удовлетворения, когда мы чего-то добились сами, мы знаем, что мы заслужили то, что имеем, и у нас вот такое состояние внутренней гордости, стабильности и уверенности в себе и в завтрашнем дне. Очень хорошая карта. Девятка пентаклей говорит о том, что, может быть, будут какие-то хорошие выплаты благодаря занимаемой должности, благодаря каким-то достижениям вот именно на работе, да, благодаря, может быть, социальному положению. Если это замужество, то это деньги, которые могут приходить от замужества, допустим, от заключения брака. Теперь следующее событие на этой неделе по десятке чаш происходит. Опять же, карта радости, карта семейная, карта праздников, торжеств, когда не только нам хорошо, но и хорошо всем, кто с нами рядом. Также по этой карте очень часто, знаете, какие-то вот личное удовлетворение от того, что происходит в нашей жизни, да, то есть это такое глубокое счастье, глубокое единение с близкими людьми, когда нет зависимости друг от друга, когда нет, когда, знаете, вот люди очень часто для того, чтобы быть веселыми, раскованными, они там пьют спиртное, да, а это вот карта, когда ты
Пьян без вина, без спиртного. Вот такое ощущение счастья, исполнение желаний и так далее. Посмотрим, что будет в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, девятка червовая говорит о том, что очень скоро в вашей жизни появится новый человек. Нужно готовиться к переменам в своей жизни. Для тех, кто в паре, опять же у нас карта выпадает, которая говорит о том, что все ваше внимание на доме, на семье, на партнере, на всем, что происходит в доме. Если у вас есть семейный бизнес, значит вы и здесь вместе. То есть очень хорошая карта, которая говорит о том, что у вас все в порядке с жизнью совместной, да. Может быть, кстати, очень часто эта карта показывает сделки с недвижимостью. У нас тут тоже такой намек есть, для кого-то это важно будет. Или, может быть, организация семейного предприятия какого-то. Ну, в любом случае, комфортная очень карта. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что может быть взаимное непонимание. И если, может быть, на этой неделе как бы настаивать на примирении, может быть, даже ну, как бы ухудшить можно ситуацию. Может быть, даже нет пока что возможности друг друга понять. Может быть, слишком такое серьезное было происшествие, из-за чего вы поссорились. Может быть, это какой-то обман был такой серьезный. Либо, может быть, даже конфликт очень сильный, вплоть до насилия, может быть, да. То есть, ну, тут очень даже все серьезно, поэтому на этой неделе, скорее всего, нет. Может быть, к концу недели только как-то с этим вопросом разберетесь. Для тех, вернее, для работы посмотрим. Те, кто в поиске работы, у нас могут ее найти благодаря вот информации. То есть чем больше резюме, тем лучше. Чем больше людей знает о том, что вы в поиске работы, тем лучше. То есть вот именно нужно, чтобы информации было как можно больше о вас. Тогда есть возможность. Кроме того, для тех, кто в поиске работы, может быть, еще стоит даже звонить на предприятие, да, может использовать, знаете, такие уже связи между людьми, которые есть. Может быть, допустим, вы знаете людей, которые могут, допустим, руководить предприятием, у которых свой бизнес. Вот нужно к ним тоже обращаться. Для тех, кто работает, карта говорит о том, что это будет работа на дому или это очень комфортная работа, когда нас все устраивает, когда хороший коллектив и, в принципе, дело любимое. В общем, такое комфортное очень состояние, как будто бы мы не работаем, а просто занимаемся чем-то очень таким приятным, да, то есть мы даже не понимаем, что это работа. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что может быть какое-то очень хорошее завершение начатого проекта, очень успешное. Может быть победа, которую мы ожидаем, в которую мы уже вложились. Карта говорит о том, что вот на этой неделе о вас будут говорить, вы станете известными в своих кругах. Будет очень хорошее время для того, чтобы вот именно как-то на новый уровень выйти в работе. Но вообще карта очень счастливая, карта, которая обещает нам и прибыль, и положение в обществе, и деньги, и славу, в общем, все. Теперь посмотрим, что будет с финансами. Для тех, кто на зарплату работает, карта говорит о том, что либо будут дотации от государства, либо наоборот какие-то задержки, которые связаны с законом, с тем, что по этому поводу думает ваше руководство или, может быть, администрация там города, есть какие-то распоряжения по этому поводу. Ну, что-то здесь у нас не только от вас зависит. Теперь для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что ваши деньги зависят от вашей активности, от того, насколько вы вот беретесь за все возможности, хватаетесь, которые только есть. Кстати, по этой карте может приходить хорошая сумма денег, может быть помощь от старших, допустим, от родителей, да, или может быть премия какая-то от... Так это мы сами же работаем.
Значит, это не премия, а просто какой-то неожиданный приход денег, да, вот с того проекта, от которого мы не ожидали, или, может быть, допустим, что-то не могли продать долгое время и продали. То есть, ну, как-то вот очень даже может неожиданно, это прям удивление может вызвать какой-то приход денег, как будто бы это то, на что вы уже, ну, как бы не обращали внимания и думали, что это не принесет доход. Теперь совет. Совет для стрельцов на эту неделю. Нужно попрощаться со всем, что мешает двигаться вперед. От всего старого отказаться, все, что тормозит. Карта говорит о том, что нужно навести порядок. Может быть, это порядок в бумагах, может быть, это анализ рынка, может быть, это анализ вашей деятельности, да, вот в новых условиях как-то все это пересмотреть. Опять же, карта такой активности, когда нужно побегать, когда нужно общаться как можно больше, когда нужно, кстати, держать себя в руках, чтобы не поссориться с теми людьми, которые очень важны для вас, да, то есть нужно очень, как бы, очень активно, но мудро, что ли, действовать. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.